Тон сечгес лысалки, тонкий малаш, президентен лысал. Угу. Тонкий малаш. Президентен лысал. Угу. Ажмуртен лысал. Просто ажмурт лысал. А можно демонстрацию, Оль, включить? Не видно ничего. Вы не видите сейчас демонстрацию? Нет. Только вас тебя видно. Только тебя. Видимо, из-за того, что я лазила, это все сорвалось. Нет, мы видим демонстрацию, но просто Оля в скайпе находится. Чего? Типа, Вот, Вот, все, да. Мгм. Да? Значит, тон сечгеске лусал, кемалащини ажмурт лусал. Здесь лусал у нас сказуемое, а жмурт подлежащий, поэтому никакой падеж не нужен. Валамона, Коля? Ламон. Угу. Умой. Манычко Мажвань. Вот, это Артем Тарасевич хотел это предложение, поэтому он получает. Аликер Луэке Теледис Джигртысал Ночупасал Мон Кемалашини. Угу. Так, смотри, значит, если бы сейчас не было карантина, если бы не было, как будет, если бы не было? Эй, лысал. Эй, Луэталки. Угу. Карантин Айкелусал, тебя и вас это разные вещи. Всех, да, не надо. Тоне. Тоне. Угу. Да, тоне. Смотрим. Али карантин ке лусал или али карантин эйке лусал, да, вот это ке может встать и сюда. Монтене кемалаш чупасална джикартасални. Валамона? Валамон. Валамон. Манычко Мажвань. Пойду скажу кому-нибудь. Мне Надя. скажи. Если бы он играл на гитаре, он бы всю ночь играл под ее окнами. Очень мило. Ой, как мило. Гитара емке багатыстал со шудыны, и быть укноусыс улын шудыстал. Угу. Со гитарен ке шудысал или шудыны богатый сал, это тоже хорошо, Надя. Он, если бы он мог играть на гитаре, да? Он бы укноусыс улын шудысал. Надя, а как сказать, если бы он умел играть на гитаре, он бы всю ночь играл под моими окнами. Уй быть укно... Вот что-то с окнами, да? Укно... мы? Укномес. Мои окна. Укносы. Укносы улын. Укносы улын. Угу. Укносы улын шудысал. Угу. Мой. Вот только бы он успел. Марк. Медгеневу и сал. Угу. Медгеневу сал. Вот бы он только успел там на поезд или еще куда-то, или успел что-то сделать. Умой. Так, прежде чем мы перейдем к новому падежу, мы еще посмотрим домашнее задание из учебника. Марымлыща. Окей. Открываем. Тямыстон, витеты, бам. Тямыстон, витеты. 85-е? 85-е, да. Я поняла, ух ты! Кто там что понял? Я цифры начала понимать. 3 класс. Какой 3? 1 класс. Ура! Молодец. Так, сейчас пытаюсь посчитать, сколько вас, и себе запишу, чтобы нас вызывать к доске. Так, Ольга Куцков. Значит, здесь задача такая. Мон ваджим лусалки. Если бы я был большим, да? И дальше надо вот предложение поставить в правильную форму. Угу. Так, давайте Куцко. Марк, Куцко, пожалуйста.
Мон баджим луисалке, щичкон ажин, котику шоколад, щиисал. Угу. Берег тишком, а перевод? Да, как бы, да, если бы я был большим, то перед едой всегда ел шоколад. Угу. Всегда бы ел шоколад. Здорово. Умой. Рома, попробуешь? Тут надо только один глагол поставить в форму А прилагательную. я признаюсь, я не могу никак открыть Мары Млыща, вот, учебник. Ага. Можно будет его... ну хотя... Ладно, я сейчас в скайп тогда зайду. Ты так послушай пока. Ладно, потом я могу, если я в электронном виде отправлю, ты можешь открыть? Да, я сейчас попробую зайти в скайп с компьютера попутно. У тебя телефон. Угу, Да, у меня... презентации ты видишь? Да, презентацию вижу, да. Ура, у меня чат заработал, ура! Я тебе отправлю по телефону фотку. Ладно? Угу, да. В WhatsApp. И ты можешь смотреть с WhatsApp. Вот, пока ты это делаешь, будем мы тогда продолжать остальные. Да. Артем Мгм. Снегирев. Мон баджим лусалке, шит бере, кучку, кык, стакан, колы, юисал. Угу. Попробуем перевод. Если бы я был большой, перед кашей я бы выпивал два стакана колы. После. Шит бере. Во-первых, суп. Во-вторых, суп. Суп, да. Да, после супа я бы выпивал 2 стакана колы. Угу. Как будет, Артем, как будет перед едой я пью 2 стакана воды? Перед едой. В первом предложении. Щион, да, щион, перед... щичкона ажюн. Да, вот прям так, щичкон ажин. Щичкон это процесс, да, еды. Вот, щион это просто еда. Здесь нам надо щичкон. Щичкон ажин. Кык стакан ву, юисал. Я бы выпил 2 стакана, а я выпиваю регулярно. Кык стакан ву, юишко. Что нет? Умой. Кин чукна сайкан бере. Кто утром после пробуждения из вас стакан ву юэ? Кин юэ ву. Мон. Тоже мой. Одно юэ пейте, да. Манишко мажвань. Юля. Сейчас. Мон баджим луисалке, курка пырона жин быдме, эй чушилы сал. Ой, чушилы сал, да? Чушилыны протирать, стирать. Берег тычком переводим. Если бы я был большая, прежде чем Зайти. Сон это от пырыны. Да. Не вытирал бы. На пороге, да. Наоборот. Не вытирал бы. Не вытирал бы. Не вытирал бы ноги. Мой. Манишко мажвань. Надя. Блин, это вот единственное, которое я не сделала, Оля. Ну вот, давай делай. Я вообще не поняла здесь слова. Нет, стоп. Это следующее. Я Это я не поняла Да слово. все понятно здесь. Это я смотрела про бускел Да. Мон баджим келуисал, дорын жирафес вожесал, кудыс кровать улын и жесал. Что-то непонятно. Давайте переведем. Если бы я был большим, взрослым, если бы я была большой, я бы дома завела жирафа. Да. Кудис это Который. Да, который бы спал в кровати. Под Нет? кроватью бы спал. Кровать улын, точно, да. Улын, да, под окнами, под кроватью. Умой. Так, давайте. Никому не повезло. Коля.
Бускельюс мылен пунызы эйлы салки, эс чингильенызы шудысал. Коль, у тебя что-то с микрофоном. А Коля, А что? тебя не слышно было. Ну хорошо, еще разок. Вот теперь слышно. Да, так хорошо. Бускельюс мылен пунызы эйлы салки, эс Опять. Мне кажется, это слово какое-то такое, которое выпадает. Ну, третья попытка. Бускельюс мылен пунызы эйлы. Ты голову опускаешь, Коль. Я не опускаю голову. Поднимаешь наоборот. Бускельюс мылен пунызы эйлы салки, эс Чингильенызы. Коля, давай начнем с фразы «эс жингертоненызы», потому что до туда все хорошо. эс чингильенызы шудысал. Вот, берем, Ну, поверь, что там Коля отдельно последнее слово «перджилыны». пек-джилысал. Что нет, да. Смотрите, это сразу видно, что Коля уже занимался со мной, Да. потому что у меня тоже карандашом записано, что звонок – это чингали. Да, Да? колокольчик. Тут Или... чингертоненызы. Если такой бы у наших соседей не было собаки, тогда бы я поиграл с дверным звонком и после этого к себе домой убегал. Себе домой убегал. Угу. Берен дорам перджилысал. Берен обратно. Угу. Обратно. Мгм. Да, помните, у нас был рассказ, там собака, да, мордой позвонила. Интересно, там какое было слово, что в звонок она позвонила. Потеряшка была собака. Там, по-моему, вроде в дверь звонили. Вы что, читали мы с вами рассказ. Ярам, тау, мынышко мажлань, Тёма. Мон баджим луисалке, кышно баштысал сыченылас, кудыс номер лещ эвел кыш касал. Эй, Ой, кыш эй, касал. кашка. Эй, Эй, кышкасал. кыш касал. Мгм. Если бы я был Ой, кыш касал. большим, женился бы на такой девушке, которую не боялся бы, Да. Нет, которая ничего не Которая боится. которая ничего не боится. не боится. Вот. Да, как раз мы вот этот падеж номер лещ, да, лещ, мы его как раз сегодня возьмем. Кышно баштаны, брать жену В жены. буквально. Брать в жены, брать жену. А у девочек как выходить замуж? Вы жены. Нет, кошкины нет. Кошкины, картлы кошкины. Картлы кошкины. Такой Вы вариант жены. тоже есть. Как вы кошкины, но наиболее распространенный быжины. Выходить замуж, а буквально убегать. Выскакивать. Не, у нас кошкины только говорят, я даже не слышу. Вас уходят замуж, да, а в республике Удмуртской убегают. Мгм. Ярам. Так, у нас, по-моему, все по одному разу сейчас. Нет, я еще не прошла. Ты делала, Оля, да? Попробуешь? Я не делала, но я попробую, да. Давай, Мон- давай. Прекрасно. Мон баджим луисалки, чебир улысал, чебир коркан улысал, баджим вишьетын футболен шудысал, ваннаин вижисал, Виз на сал. виз насал. Визнаны. Визнан это у нас удочка, удил бы. Давай переводим вверх тычком. Если бы я был большим, красивый дом. В. В красивом Нет. доме бы в красивом доме бы был. Жил, улын это Жил. жить. Большой футбол играл. Это, нет, висьет это комната. В большой комнате В играл. большой комнате в футбол играл. В большой комнате футбол играл.
В ванной бы удил. Да. Точно. Мгм. Ну, это явно Кузьма Кочиш. Точняк. Мгм. Точно. Молочко Мажвань, Марк. Так, что там у нас дальше? Ага. Так, мон баджим луисалке, мы нам трос пинале луисал, малыке шоно, мон трос калыкен шудон ёсты яратышко. Если бы я был большим, у Мгм. меня было бы много детей, потому что я очень люблю играть в большой компании. Групповые игры. Да, смотрите только, да, Боже, пеналы. например. Мой ребенок. Пеналы, да, у меня аж исправлено даже. Тут, знаете, можно двояко прочитать это предложение. У меня Пошёл. много детей, потому что я и люблю играть в больших компаниях, как следствие. Ничего себе. Так, идем дальше. Рома. Да, вот мон баджим луисалке, бдес нунал, шудесал гине. Угу. Бдес нунал, синоним Лумбыт. 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 Изюмы бер. Если бы я был большим, я бы каждый день... Целый день. Целый день играл бы. Угу, целый На- день играла бы. Мой. Артем Снегирев. Мон Ром? А еще что-то осталось? Я все правильно, Да, правильно. осталось. Гине это только каждый день бы и играл. Вот так. Да, только Только каждый бы день бы играл. играл. У вас была вовсе не просто идея. При любом раскладе это мне... Кто-то к нам присоединился. Нет, видимо, это у меня телевизор включается. Артем. С паузы. Да. Снегирёв. Мон баджим луисалке, ижгены бер выдысал. Но если бы я Мгм. был большой, вставал поздно. Ложился бы, наверное. И Да, ложу. Поздно вечером. Да, поздно вечером, а вот выдыны я не знаю. Ложиться. Ложился спать, выдысал. Да. Жены выданы это ложиться спать. Мгм. Вставать, да, утром это султаны. Значение. И утром и со стула вставать. Вставать. Мгм. Проснуться это, кто помнит глагол проснуться? Ой, Сайканы. сайканы, да. Сайканы. Сардан, Нет, сардан, Оля, сайка. Сайка, да. Да. Манычко Мажвань. Юля. Ой, дайте я сайканы сейчас запишу себе. Сайканы просыпаться, да? Просыпаться. Просыпаться. Мон баджим луисалке, налписаде эйвет луисал. Да. Если бы я был большой, я бы не ходил в детский сад. Шонер. Надя. Мон баджим ке луисал. У... Вот тут мне... Там уже не банкин, да? Ну да. 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 Ага. Ке луисал, банкин ужасал, один тросок счет ро. Если Мгм. бы я была большая, я бы работала в банке, там много денег получается. Угу. Платят. Уксё тыро. А, Там тыро платят это... много денег. Угу. Умой. Тыро платить. Тырны платить. Манычко Мажвань. Тёма. Мон баджим луисалке, ужищ, ващу бертысал, мультфильм ёсты, учпон пана. Угу. Здесь глагол бертылыны, то есть многократно. Вот это «л» дает значение Бертылысал, многократности. значит, должно быть. Шонер, да. Если бы был большим, Мгм. то Берег записался что? бы пораньше с работы и смотрел бы мультфильмы. Да. Чтобы. Для того, Для чтобы того, чтобы смотреть смотреть мультфильмы, да? Буквально, если переводить, конна – это ради чего-то, для чего-то. Мгм. То есть вот у нас были сегодня антонимы «рано» – это «важ», а «поздно»
Бере. Бер. Бер. Это Бер. поздно и еще, ну, как бы, задняя часть человека тоже так. Рано Берпал. Ващ. Поздно. Ващ. Рано. Ващ. Рано. Беркунян. Вот есть такое выражение в удмуртском языке. Беркунян. Поздний теленок. Оно означает, если вот человек тупит много, ну, поздно типа спохватился, да, беркунян. Угу. Такой тормозящий, напишу. Тормоз. Тормоз, да. Тормоз. Сейчас я... А почему Беркунян? Поздний теленок. Ну и что это знаю. значит поздний теленок? Тормоз, потому что. Ну, долго думал, родился не Да нет, это в апреле, понятно. а в июне месяце. И А, типа родился попозже. может быть в таком значении. Даже родился поздно, ты понимаешь? Потому что лошадь дольше всех же носит детей. Ну, в смысле. Нет, слон дольше всех. Слонов не разводим. Вот, еще слово берпал, попа, да, такая вежливая форма для пятой точки. Бер – это зад, соответственно, пал – сторона, задняя сторона. Но это не только про человека. То есть ты можешь невежливую форму напомнить нам? Я запишу. Петян. Да, правильно. Сейчас, запикаю. Да, это от глагола. Да, глагол знаете. Да. Образуйте. А у нас по-другому чуть-чуть, у нас через К. Угу. Ярам. Так, у нас Тёма прочитал. Поля. Мон бачим луисалки, азбар чужишлы, калмея возьматысал, чагишкемес и луисал. Шанер. Беркишко. Если бы я был большим, я бы дворник показывал, а он бы... Чего? Язык показывал дворнику. Ты его слышишь, что ли? Я не слышу. Он исчез. Я здесь. Ну Вот ты как-то теперь ты исчезаешь, здесь. когда длинные фразы тебе появляются. Оль, давай ему короткие фразы. Он тогда исчезать не будет. Значит, я бы показывал язык метущему дворнику. Нож. Нож, чего? Нож. А он А бы он на меня не не жаловался. Ага. Шанер. Не жаловаться, да? Угу. А он бы не смог... Смеешь жаловаться? Нет. Ну не пожаловался бы. Нет, Джагисмес. Джагискимес. Чагишкемес Да. лусал. Это такая форма, он бы не смог пожаловаться. Чагишкны ай быгатысал. Да? Угу. Как сказать, покажи язык. Мне возьматысал, я бы показал свой язык. А как сказать, покажи свой язык. Ты покажи язык. Мне кылде. Нет, мне кылде на язык нет. Покажи свой язык. Вот врач сказал бы кылде возьматы. Понятно. Угу. Ме это когда, если бы язык отдельно лежал. Да? Колде, так он же и сказал колде. А, да? В общем это кылде. Он колде сказал. Поняла. Я думала, он говорит ме кылде, да, на твой язык. Ярам и Беркумите, и последний Оля. Мон баджим луисалки уже лабаш выж лобаш выж легетен ветлысал. Если бы я был большим, на работу летал бы на самолет, на летающем ковре. Шанер, лобаш выж легет, да, летающий ковер. Мыничко Майжвань, Гуртеуш, еще раз, еще одно домашнее задание. Тямыстон квакеты бам. Или нет, тямыстон шижеметы. Тямыстон шижем. 87-я.
Да? Так, на решетке упражнение Макар рисал двусалки. Что бы ты сделал, если бы у тебя и дальше прописаны ситуации, да, на каждую ситуацию какой-то ваш творческий вариант ответа. Угу. Итак, Марк Куцка, пожалуйста. Макар рисал трос укшоет луисал, да? Или Макар рисал трос укшоет луисалке? У вас предложение должно уже строиться так. Трос укшое луисалке. Нет, ну я вопрос, так сказать, да. То есть да, Марка рисал трос укшоет луисалке, так? Да, да. Куда-то надо вставить ведь этот трос укшоет. В ответ для начала, ну, в ответе, а не в вопрос. Да, ну тогда трос укшеме получается, трос укшеме луисалке, мон, что-то там, так сказать, да. Мон Африкае кашкысал. Трос укшое луисалке. Укшое, да. Угу. Мой Рома. То есть у вас здесь ситуация Тунцыко книгае. То есть если бы у тебя была интересная книга, и ты нам только отвечаешь уже, если бы у меня была интересная книга, я бы то-то, то-то, то-то. Ну да, Тунцыко книга Луисалке, наверное, правильно. Книгае, да? Книгаед – это твоя книга, а моя книга – это книгае. Да, тогда Тунцыко книгае Луисалке, мон эшелы. Лумбы луджисал. Кузьмасал. Это хорошо, Юля, давай дадим право Роме. Я хотел сказать, я его подарил бы другу. Да, эшелы Кузьмасал, вот так. Списал. Боже мой. Артем Снегирев. А вот чибер красивый, а портем буйоло разноцветный. Портем это разный, буйол это цвет. Разноцветные. Чибер портем буйоло ручка Е луисал. Ке. Мон. Луисал ке, да. Мон. Бузасал. Солен. Сразу видно, что человек в банке работает. Продажи сразу запустил. Мон Бузасал. Угу. Ярам. Юля. Ой. Театре билете Луисалке. Чтобы у меня были билеты в театр, правильно? Если уже есть. Если бы у меня был билет в театр. Если бы был бы у меня билет в театр, я не знаю. Один? Лишний? Да. А как будет пригласить? Отюны. Мон эшьё эше. Аккузатив тщательный. Эшме. 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 Этисал. Эшме этисал. Угу. Умой. Надя. Ас это своя. Ашмен, мынам? Ашмен. Ашме? Можно оставить ас. Просто оно во всех лицах будет одинаково. Что это ас машина Е. Ас машина Е. Так, Марк, вы не Надя. Ас машина Е мон что? Ас машина Е килуисал, мон башкирие кошкисал. Ага, тоже мой. Так, у нас... Что бы ты сделала, я не расслышала. В Башкирию поехала бы. Башкирия кошкисал или мы насал. Угу. Так, Тёме опять с темой женщин достается. Угу. Ура! Кышнае луисалке, яратон шарыш, кылбур гожьясал. О, боже! Ой-ой! О, стоп! Боже мой! Коля,
Мнам какеты улане лысалки Коля, сал. мы тебя теряем. Коля, давай вторую часть только. Мон удмурти ин вордышка сал. О, тоже мой. Угу. Тоже мой. Алло, не слышно. Оля, да, слышишь, Оля? Да. Да. Всегда ли? Кэти, Не, улонет. Катьмоя, Котьку гужем. Кочку гужем лысалки. Это что такое кочку гужем? Гужем? Если бы было вечное лето, все время было лето. Было бы вечное лето. Кочку гужем лысалки, мон туж трос загорала бы. Загорала бы. Бегала бы. Так. Шунты, шуры. Лежать на солнце, да, загорать? Шунты, шуры. Келесал. Еще бы и купалась бы. Угу. Как купаться? Пылашкины. Туш трос пылашкы сал. Угу. Ну и хватит. Ну, термос, да? Легко запомнить слово термос. Хватит. Да? От слова тормоз можно ассоциацию. Термос. Умой. Марк. Ножик Марк. Трос ваньмон дырыт луисалке, лумбыт но уйбыт и жисал. Угу. Дыры, да? Дыры, уже да. про себя говорим, отвечаем. Угу. Рома. Так, сейчас Мон, Русия, Лен, Ажмур, Тес, Лысалки. Угу. Мон, налог, еще не сал, наверное. Или еще не писал. Что бы сделал, налоги отменил? Снизил бы. Угу. Налог, вообще было такое удмуртское слово раньше, выт, да? Печияты сал, печиятыны, например. Тогда вытьёс, печияты сал. Угу. Уменьшил бы налоги. Умой, вытьёс ты, да, их много. Или просто, можно сказать, налог, как нечто такое категориальное, вытес печья тесал. Угу. Умой. Мы легко мажван, идем дальше. У нас вот еще второе упражнение осталось. Как эти упражнения? Кылизна. Так, Рома. Тёма Снегирев. Значит, у нас тут образец дан, поэтому начинаем со второго предложения. Кэт Шуманы. Угу. А вот не подскажете, как переводится Кэт Шуманы? Голод. Кэт шума, кэт это живот, шуманы, голодовать. То есть кэт шуманы это быть голодным. Надо, если я проголодался, кэты шумаз. Я проголодался. Типа мой живот пустой? Да. Угу, мой живот тянет. Значит, здесь надо глагол «щуманы» поставить в сослагательное, а к слову «кэт» добавить лично-притяжательный суффикс. Кэты щумасал, те. Угу. Мон, бачтасал, нянь. Угу. Тоже мой. И такое же предложение «щукуашманы». Это испытывать жажду. Жажду, да. И здесь «щу» надо ставить с лично-притяжательным суффиксом. А как дословно оно переводится, Оль? Напомни, пожалуйста. «Щу» уже, куашманы это иссыхать, а «щу»
это, скорее всего, вот, ну, типа, какие-то органы, что ли, не знаю. То есть щул, есть, например, слово щул, это кишка. Щу это уже ну, нет этимологии вот в данном случае. Но, возможно, это тоже какой-то такой, типа трубы, кишки, вот что-то такое. Трубы горят. Трубы высохли, да. Юля, тнат черодет, твоя очередь. Щуи квашмысалки. Мон чай юсал. Вот щу может быть и щу и правильно, но я, например, только слышала и употребляю щуэк квашмеки, если я хочу пить, то есть только через оборотную. Ну, то есть как, то есть вот этот орган непонятный, да, который иссохся весь, он отчуждаемый, да, получается? Я просто исходила из того, что это неотчуждаемое. Может быть, было щуи, но язык стремится к упрощению, и я только вот щуэ слышала и употребляю тоже так. У мой Надя. Мы нам ижем потысалки, мон ижесал. Здесь тоже ижеме потысалки, да, если бы я хотела сказать. Ладно, Катя Фаршатова в этом пишет. Артем, ты что там делаешь? Занимайся. Как, чё? Как, чё? Топ-3 надо составить. Ага. Малишко Мальвань, Артем как раз Тарасевич Тынат. Ага, попался. Ага. Тыны? 5. Кылзыны слушать. Если бы я слушался. Вот. Мон кынмысалки. Кылзысал. Замерз совсем. Мон кылзысалки. А как костер будет? Есть же слово. Тылпу это пожар. Что ты хотел написать? Я хотел сказать, развел бы костер, волосал и... Если бы я слушался? Развел бы костер. 5 же. Смотря кого слушался. Кылзыны это слушать. Ё-моё. Это мерзнуть. Что-то я поплыл. Потому что надо слушать. А не ВКонтакте сидеть. Так, давай. Если бы ты слушал, ну, можно сказать, если бы я слушал музыку, то я бы слушал только удмуртскую, например. Нет, я составил предложение. И у меня было написано, что если бы я слушал, то понимал бы. Мон кылзысалки волосал. Костер тыл с кем, да. Тыл с кем вообще развести огонь какой-то. Да. А это у меня следующее. Ярам. Следующее у нас будет читать Коля. Канмыны, верно? Да. Мон канмысалки, мон пэйш чай, юсал. Ага, ты же мой. Сейчас мы тебя услышали. Вещины. Оля. Ой, я не с собой сделала, я сделала... У тебя демонстрация выключилась. Что случилось? Демонстрация выключилась. Да. Ну, она нам пока не нужна, потом включим. Я по-другому сделала. Она вещесалки, монсуе иж яшкысал. Она вещесалки, хорошо. Первая часть хорошо, а вторая? Монсуе иж яшкысал. Это что? Я бы ее лечила. Эмьяны. Эмьяны. Эмьясал тогда получается? Суе эмьясал? Подожди. Ну, сорян. Эмьясал тогда. Да.
Вертолет. Кто это? На аэродроме сидит. Оля, плохо слышно. Да, Я вообще ничего не слышу, да. да, сейчас было плохо. А у кого это? Это точно не у меня. Пусть сейчас включат микрофон, и мы поймем. Давайте я же все равно сейчас называю имена. Тот, кто не говорит, тот выключает микрофон. Если его очередь, он включает микрофон. Хорошо? А все прошло, все хорошо. Все прошло, все хорошо. Ладно. Так, Марк, спортен выраны. Выразны это заниматься спортом? Да. Выраны это буквально двигаться, ерзать. Ёрзал спортом, да. Спортен вырысалке, туж таза лысал. Шонер, Рома, Макиялыш Кышканы, как раз падеж, который сегодня мы возьмем, боятся мафии. Так, ну что здесь сказать? Можно сделать через отрицание. Был бы я Катани, я бы не боялся мафии. Или был бы я Мангасар. Так, ну тогда мон мафиалес кышканы. Как у нас отрицание строится? Или отрицание. Мон, уг. Эй! Эй. Да. Со слоганом эй. Да. Так, я хотел сказать бы, сидел бы дома или не уходил бы никуда. Не выходил. Самоизолировался. Мон Эй, улица это, по-моему, на Доры. Урам. Педлопотаны или Урамепотаны. А кто сейчас демонстрирует свой экран? Расскажите мне. Ульчаин. Интересно. Прикольно. Кто-то с телефона сидит и демонстрирует. Фотосал. Выключите демонстрацию экрана. Да, если бы я боялся мафию, я бы не ходил на улицу, да? Да, Мон, вот сейчас у меня ушло, я же видел. Так, вообще все плохо. Так, секундочку. Вот, Мон, Урамеп, Эй, Потасал. Эй, Потасал, да. Мон мафиялыш кышкасалке, Ураме, Эй, Потасал. Угу. Да. Кыл ёсты тодыны, Артем Снегирев. Угу. А это переводится «знал бы язык», да? Языки, да, это множественное число. Мон кыл ёсты тодысалке, мон... А как путешествовать будет? Трос, светлый сал, нету слова путешествовать, вот мы не путешествовали. Сидит дома, Артем, удмурты не путешествуют. Мон, трос, стран. Нет, у нее спи. По другим странам, другие страны. Ага, ветлый сал. Угу. Умой. Нет, у нее это другие страны, да, Олечка? По другим странам. Кун это страна, Мукет это другой. Или Шаер Йосты. Да, Шаер это края. Или еще можно портем разное, да, вот сегодня было слово. Умой? А Шаер это из серии родной край, да? Просто край. Тем Шаер это родной край, а Шаер это просто край. Ну, я к тому, что это не край стола, а край. Нет, именно край как регион. Родной край. Умой. Так, Артем Бере, Юля Мене. О, миллионер. Нет, про любовь. Про какую любовь? Нет, не про любовь. Любовь к тебе. Миллионер Луис Салки.
Ох, знаю, что бы я сделала. Нам весь список не нужно оглашать, нам достаточно одного пункта. Как квартира будет? Просто квартира? Ну, есть вообще слово «патерн», но можешь сказать «квартира», да. Шодик, полквартира ебать ты сам. Угу. Шодик, квартира, еще одну квартиру. Зачем тебе? Уже А? мало. Я в одну живу, в другой отдыхаю, например. Не знаю. Воркаут, бачтон-тем. Почему бы не дом купить? Воркаут, точно! Море. Точно, это же моя мечта. Можно построить самому даже. Это ты можешь построить сам. Надя? А я нет. А вот теперь про любовь досталась Про мне. любовь тебе. Да. Да. Блин, а я бы ничего не делала на самом деле, это он. Тогда можно я? Ты любила, то... Мон кинеки яратысал, мон солы чеспыт... Чупасал. Тихо, Марк, тихо, не подсказывай. Да. Мон чеспыт лечписал. В смысле, приготовила бы. Пыросал. Ческет костыбей поросал. Так Да. мило. Или пельмени. Ческыт что? Костыбей. Костыбей. Вот это чисто, кстати, а у удмуртов есть костыбей или это башкирцы? Нет. У южных, южные удмурты. ну Лёша вот, Огурцов, например, костыбей готовят, они перепечь. Мы тоже готовим костыбей. Вот, да, я бы его научила костыбей. Угу. У мой Тёма. Мон... Мон нелеска ветлы сал, губиби часал. Угу. У мой... Губиясал можно, наверное, просто. Да. Губиясал. Да, губиби часал, оба варианта. Лучше берет у мой валаны, лучше берет вообще культура переводится. Ты ж. У нас Коля. Мон лучше беретес умой волосал, мон культуролог лысал. Марнусал. Культуролог лысал. Волосал ке, да, если бы я понимал, ке не опускаем, если условие какое-то. Угу. У мой, но Оля Беркуметиес. Ой. Можно по примеру прежнего. Бенчебер кырджасал ке. Лумбыть, да, это постоянно петь. Весь день. Весь день. Весь день. Лумбыт кырджасал. Угу. Мончебер кырджасалке, мон лумбыт кырджасал. Тоже мой. Ну что, есть силы брать новый падеж? Да. Да, давайте. Прекрасно. Так, презентация моя полетела уже, да? Сейчас никто не видит. Не видите, да? Нет. Сейчас. Так, мне надо вот. Всем демонстрация экрана. Так? Да. Видно? Видно. Так. Вот, значит, мы с вами сегодня берем разделительный падеж. Он немножко такой антоним дательного, то есть разделительный отобрать, спросить, там и еще что-то, да, примеры. Она елеш мы с мешком, я скучаю по моей маме. Губилеш перепечь из грибов и кежитлеш акыльтыны, устать от холода. Сейчас мы посмотрим более подробно, в каких случаях употребляется этот суффикс леш. Вот, в качестве примера вам комикс на удмуртском языке. И этот глагол уже у нас сегодня встречался. А ты нам пришлешь эту презентацию, Оль? Да, конечно. Мон нокин леш укышкашки. Гондырлешно, чонарилешно. Да? То есть здесь поняли, да, смысл? То есть супер
мужчина, супермен, суперпёсмор, суперворгорон говорит, я никого не боюсь. Мон нокинлэши кышкашки. Вот. Ни медведя, ни паука. И появляется паук. Вот. 3 слова здесь в этом падеже. Нокинлэш, гондерлэш, чунагилэш. Везде есть суффикс лэш. Вопросительные слова для этого падежа кинлэш, кого, и малэш, чего. Угу. Значит, случаи употребления, когда мы употребляем этот падеж. Во-первых, есть глаголы, которые требуют этого падежа. Это такие глаголы, как мазмыны, скучать, да, то есть вот был у нас пример, она елэш мазмишко, скучаю по маме, кышканы, бояться, мафилэш кышкашко, тоже был пример, юаны, спрашивать у кого-то, там олялэш юаны, курыны тоже просим у кого-то, олялэш курыны, да, а джемкарны брать пример, ну, для простоты, олялэш, а джемкарны брать пример соли, и акыльтыны устать от оли, олялэш акыльтыны, да, например. Это было управление глаголов, таких глаголов не сильно много, и вот наиболее употребительное я вам прописала. Значит, также этот суффикс употребляется с существительным, если нам надо указать материал, из которого объект сделан. Например, пулэш джек, да, стол из дерева, пулэш. Пу – это дерево, лэш – это падеж. Булэш, да, из воды, ну, не знаю, что там может быть, из воды, кортлэш, пуню, да, ложка из металла, корт – это металл. Дальше, это может быть причина. Конитлэш пиню вище. Пиню – это мои зубы, вище болят. Конют – это сладкий, конитлэш от сладкого, да, от холода. Кежитлэш. То же самое там. Из-за оли у меня болят зубы. Олялэш пиню вище, да, грубо говоря. Вот. Дальше используется в сравнительных конструкциях. Во-первых, мы всегда знаем, что для сравнения мы используем суффикс гес. Пунылэш легес, злее собаки, да. Лег – это у нас злой, гес – злее. И чтобы сказать по сравнению, мы добавляем суффикс лэш к существительному, пуны в данном случае. Или у нас еще вместо вот этого суффикса лэш может использоваться послелог шарыш. Дичик йон шарыш кес кич гес. То есть вот это лэш, оно по функционалу в сравнительной конструкции равнозначно послелогу шарыш. Дальше. Самое, пожалуй, сложное и непонятное, это будет притяжательная конструкция. Ну, нет, вот это мне как раз понятнее всего. Да, к этому надо привыкнуть. То есть мы с вами привыкли, что везде притяжательная конструкция, суффикс лен, да, например, олялен, книга ес, книга оли. Но если у нас олялен, книга ес встает в аккузатив, то у нас сразу обладатель, то есть я, олялен, да, сразу меняет падеж. Мы сейчас это все посмотрим. Итак, вот, в качестве примеров того, что я сейчас озвучила. Анаелен эшес кдёкын уле. Друг моей мамы живет далеко. Все понятно, да? Анаелен родительный падеж, эшес существительное с лично-притяжательным третьего лица. Анаелен эшезлы гоштет келяшко. Тут уже существительное встало в дательный падеж. Эшезлы, суффикс лы, это у нас дательный падеж. Анаелен, мамин, да, маминому другу отправляю письмо. Дальше. Анаелен эшеныс, телефон пыр верашкишком. Мы разговариваем с другом мамы по телефону. Да? Тоже здесь творительный падеж. И видите, во всех трех случаях обладатель, то есть мама, как владелец друга, грубо говоря, она вообще не меняется. То есть ничего не меняется, это такая законсервированная, фиксированная форма.
и меняется только падеж существительного эшес, и, в общем, тут все понятно. Но что происходит? Вот как только эшес становится в аккузатив, то есть он у нас был в разных падежах вот выше, да, в именительном падеже, в дательном, в творительном, ничего не менялось. Но как только слово эшес становится в аккузатив, эшсе, да, то у нас автоматически вот анаелен меняется на анаелеш. То есть вот обладаемое встает в аккузатив, и родительный падеж анаелен меняется на разделительный. Это все мы будем практиковать, поэтому пока не волнуемся. Да? Примеры. Мы нам понесли. Мой стул стоит. Мы нештым пуконме баштизы. Мой стул забрали. То есть пуконе, мой стул, встает в аккузатив пуконме, и автоматически мы нам родительный падеж меняется на разделительный. Тынат и жиет чебе. Твоя шапка красивая. Ты нештыт и жиде дышай. Твою шапку я надел. Да, солен кочешез мои. Его кошка старая. Солеш кочешсе щудызы. Кормили его кошку. И так далее. Сейчас я вот здесь хотела вам показать. Вот, как меняется. Было мы нам пуные, моя собака. Мою собаку мы нештым пуныне. Мою собаку там покормили и так далее. Тынат пуныет. По-моему, вот. Тынат пуныет, да? Твоя собака злая. Ой. Сори. Да, ты нештыт пуныде лушказы. Твою собаку украли. Солен пуные злек. Его собака злая. Солеш пунезе лушказы. То есть, видите, у нас как только пунеез вот, с лично-притяжательным суффиксом конструкции, да, вот у нас была конструкция солен пунеез. Стандартная конструкция солен, обладатель он и она с суффиксом лен, и собака как чей-то предмет в третьем лице суффикс ез. Но как только эта собака становится объектом действия, то есть ее украли, ее покормили, еще что-то, то, соответственно, она меняет свой суффикс, да, на аккузатив, и впереди идущий обладатель суффикс лен меняет на лещ. Угу. Так, попробуем еще. Я думаю, что это пока не сильно понятно, да, вот, но мы будем практиковаться. Итак, давайте еще раз, какие случаи употребления. Это управление глаголов, да, особые глаголы, материал, из которого сделана причина, сравнение с суффиксом «ges», прилагательное вам в подсказку, и притяжательная конструкция. То есть итого 1, 2, 3, 4, 5. 5 случаев употребления этого суффикса, этого падежа. Давайте посмотрим по примерам. Марк, вычи, пожалуйста, первый пример и почему тут лещ суффикс? Пуные лещ кышкачко. Ну, потому что в аккузативе. Почему? Потому что у нас кышканы, глагол бояться, он требует этого падежа. Да, пуные длещ, боюсь твоей собаки. Кинлещ, малещ, кышканы, боятся кого, да. Чего. Угу. Рома? Так, у нас... Анаилещ. Анаилещ туж мышмышко. Здесь потому что... Здесь потому что, ну, не знаю, причин, нет. Мызмыны, глагол управление. Угу. Запомните, кышканы боятся, мызмыны, скучать по кому-то, да, то есть суффикс лещ будет. Удмурт шаер лещ мызмишком. Я скучаю по удмуртскому, по Удмуртии, да, или я скучаю по собаке, пуные лещ мазмишко по своей собаке. Угу.
Рома. Артем Снегирев. Матыш, эш, элэш, гоштет, чем, бастичко. Я часто получаю письма от близкого друга. Тут суффикс по причине, по последней причине. Угу. Ну, тут скорее даже просто как управление, получать от кого-то. Да? То есть тут у нас нет второй части. Эшелеш гоштеце. Матыш эшелеш гоштеце. Тут можно, кстати, было бы мне добавить, да. Хорошо. Тут скорее управление. Угу. Юля. Бегу, подожди. Бегу. Молоко убежало. Да. Флешку убирала. Так, а на чем остановились, простите? Корчок. 4. Курчок, кортлеш, что? Это из чего делают? Материал. Угу. Умой. Надя. Малыш, кышка. Тоже управление. Да, кышканы. Управление. Малыш печеныл кышка. Чего боится маленькая девочка? Умой. Тёма. Вордскем шайре вань интиослэш чебер. Угу. Тут можно было сказать вордскем шайре вань интиослэш чебергес. Да. Да, в русском языке тут четко видно, что это сравнительная конструкция. Угу. Сравнительная конструкция, да. Мничко майжвань. Коля. Кучатем елыш, что творог делают из молока. Здесь материал. Материал. Шонер. Ел молоко, елыш из молока. Оля. Данил, Яши. Ой, а куда все исчезло? Это что? Ух ты. Не знаю. Опять кто-то включил демонстрацию экрана. А вы сейчас видите презентацию? Да. Нет, это какой-то, знаете, типа такой рекламы, которая... У меня, например, сейчас регулярно всплывает реклама неожиданно откуда-то. Но у меня еще Windows 7, который перестал работать. Венгерский? Нет. Windows русский. Ага. Даниил, Яшина, Даниил. Яшин Лен, кылбурьосыз чебереш, солеш кылбурзе мылок до дышетышко. Ну тут сравнение, да? Нет. Это тут, вот притяжательная конструкция. Как это аккузатив, да. Да, тут я специально вам дала 2 предложения, чтобы вы могли сравнить. То есть первое, его стихи красивые, да, стандартная притяжательная конструкция, кылбурьосыз подлежащее, чебереш как сказуемое здесь выступает прилагательное. И дальше я уже становлюсь подлежащим, я учу его стихи, то есть его стихи становятся в аккузатив, и поэтому вот появляется солеш. Данил Яшин леш кылбурзе. Вот, дальше Марк. Калыклэш выжит. Ну вот это как-то, я, честно говоря, затрудняюсь. Калыклэш это как бы от людей. Да, ну тут скорее такое обычное, либо как управление, да, как управление. Стыдно кого, не перед кем, ну хотя бы... Ну от кого-то, от кого как бы. Я добавлю, чтобы вам было видно. Калыкажин вожит, калыклэш вожит. Да. Угу. Рома? Так, я тут отвлекся чуток. Киржитлэш. Вот вижу Киржитлэш пенивище. Здесь... Так, мне все закрылось. Сейчас, секундочку. Все, у меня пропало. Так, все пропало. Да, вот пропало. Сейчас я тебе фотографию. Вот вижу, все вижу. Зубы болят от холода. Здесь причина. Да.
здесь причина. Болят от чего? Угу. Артем Снегирев. Кинлэш, юашкот. Кого ты спрашиваешь? Управление? Да, видите, здесь не кого ты спрашиваешь, не киней юашкот, а кинлэш у кого. Да? Буквально в удмуртском у кого ты спрашиваешь. Юля? Ай, простите, я тоже отвлеклась. Уже началась такая, знаете, 1,5 часа, все, максимум для студентов. Нет, я просто я отвлеклась. Про Колобка. Колджо. Третье снизу. Я уже начала читать, спасибо, Марк, большое. Молодец, да. Колджо джичилэш эзэгджи. Джи. Здесь глагольное управление убежать. Да. Колобок не убежал от лисы. Колджо это да? Ага. Так, Надя. Самолетлэш кыли. Кыли. Кыли, точно. Самолетлэш кыли. Отстал от самолета. Это причина. Угу, тоже как управление, остался от самолета. Угу. И Беркумети, и последняя Коля. Ладно, пусть Коля прочитает. Иви эшьес излэш джогес бахилэйван. Простите. Что здесь у нас? Такое эхо. Сравнение. Сравнение. Шонер. Джогес бахилэ, да, по сравнению со своими друзьями. Умой. Значит, что упражнение? Сейчас сделаем упражнение. Это из учебника, просто чтобы не бегать туда-сюда. Сюда я вставила. Так, Надя у нас читала. Тёма. То есть здесь, смотрите, мы нам кочеше, да, мы начитым кочешме. Вам надо сейчас вот здесь запомнить. Мы нам становится мы начитым. Тынат становится ты начитыт. Солен солеш. Милям милечтым, может быть, даже стоит записать, потому что этого слайда не будет перед глазами. Тилят тилечтыт сослен сослеш. Запомнили, записали? Мы начтым, начтыт солеш милечтым. У меня уже записано. Сослеш. Угу. Все, иду дальше, да? Мы начком звань и начком предложение. Так, вот это из Марылыша у Кмыстона Дегети Бам, 91-я страница. Тёма, Куцка, пожалуйста. Сослен улонзы. Так. Сослэш. И еще надо поставить в аккузатив. О, вспомнить бы аккузатив теперь. Угу. Ну ладно. Давай сейчас... Улонзес будет, нет? Улонзес, да, шонер. О, класс. Молодец. Так, Тёма был, Коля прочитал. Оля. Угу. Шашкален модосес. Шашкален. Модос это стебель. Шашкален. То есть стебель чего? Цветка. Цветок. Зиштым. Нет. Так, а какое это у нас получается? Чье? Шашкален? Это про меня, да? Ну, то есть я, нет, Мон. Надо смотреть. Шашкален модосес чебе. У стебель цветка красивый. Да? Шашкален модосес. Здесь стандартная притяжательная конструкция, потому что модосес это подлежащее. Но как только... А подлежащее стоит в именительном падеже. Как только у нас падеж меняется на аккузатив, у нас будет не шашкален, а другой падеж. Вэш. То есть я, например, сломала стебель цветка. Угу. То есть я здесь вообще только как тот, кто совершает действие. Но никаких притяжательных суффиксов, связанных со мной, не будет. Ой. То есть меняем только вот этот модосес, да?
Нет, шашкалыш тоже надо менять. Хотела написать вам... Непонятно, да, Оль? Нет, мне непонятно. Я не могу понять, как я что должна поменять. Вот смотри. Сначала именительный в аккузатив поставить. Если чисто механически, в то ты должна вот шашкален лен заменить на лыш. Да, это легко. Дальше шашкалеш. Да, модосес сделать модосе. Ага. Шашкалеш модосе. Вот так, да? Шашкален модосес. Модосес это стебель цветка. Например, шашкален модосес чебер, да? Шашкалеш модосе зес чебе. Модосе. Я так объясняю сейчас еще. Шашкалеш модосе чги я сломал стебель цветка. Угу. Артем, а ты зачем это сделал? Как зачем? Чтобы было у всех. Шашкалеш модосе. То есть, если у нас, ну тебе надо в предложениях еще раз это посмотреть, чтобы понять, когда это используется. Вот. Хорошо. Оля, Марк. Это тынат и варет, да, четвертое? Да. Значит, будет тынэштыт и варде. Что нет? Вот тоже, Оля, да, смотри. Тынат и варде. Вуиз. В чате я пишу, не знаю, ты видишь чат или нет. Вижу. Послание пришло, дошло, да, тынат и ворет вуиз. И ворет здесь подлежащее, вуиз сказуемое, дошло твое послание. Но как только я получил твое послание, то есть как только тынат и ворет встает в аккузатив, то у нас меняется грамматика, немножко суффиксы. Ты, не, штыт и ворде, башти. Я получил твое послание, письмо, да? То есть уже его ред стоит не в именительном падеже, а в аккузативе. И из-за того, что она в аккузативе, у нас сразу меняется суффикс лично-притяжательный и меняется впереди идущий обладатель. То есть было тынат, стало тынэштыт. Было его ред в аккузативе с лично-притяжательным суффиксом будет иворде. А остальным это понятно или нет? Да. Если кому-то непонятно, мы это будем еще раз закреплять. Ну, я просто пропустила много, поэтому, наверное, у меня это не отложилось с этими окончаниями. Да, мы это сейчас только берем, мы это будем еще отрабатывать, вот эту вещь. Это вы самостоятельно... Ой, не переживай, я аккузатив с 3-го года только поняла. Понятно, ну ладно тогда. У меня еще есть время. Да. Марк прочитал Рома. Деремес, 5. Так, это платье девушки. Да. Вот. И мы здесь, ну, наверное... Так, а Деремес уже же вроде в аккузативе или нет? Это нет, это похожий на суффикс. Лично-притяжательный. Тогда Деремез. Деремзе. Тогда ныла шлэш Деремзе. То есть платье девушки, да. Я погладил платье девочки. У мой Артем Снегирев. Школа Лен Азбареж. Что-то там школьное. Да, двор. Азбар это двор. Двор, да. Тогда школа Лещ Азбарзе. Да, например, школа Лен Азбарез Баджим. Двор школьный, большой. И мы подметали школьный двор. Мы, те, кто действие совершает, а двор уже становится аккузативом, объектом нашего действия. Манечко Мажвани, Юля. Шкарлен Урам Йосис, Ижевские улицы. Да. Шкарлеш Урам Йосзес. Урам Йосзес. Умой. Надя. Ой, я даже не вижу.
Сутерпулен куариосис. Это смородиновые листья, да? Да. Сутер... Да, это... Сейчас даже запишу. Сутерпулеш куариосис. Куариосе. Куариосе. У меня плохо с аккузативом, я посмотрю. У меня прям... Аккузатив — это сложная история в удмуртском языке. Поверьте мне. Мне кажется, даже когда я будем еще это закреплять, вы не переживайте. Сутерпул, повторите, пожалуйста, что это такое? Смородина. Дерево смородины. Супер — это смородина, а пой. Да. Спасибо большое. Сутерлешно щедо шиньосыс. Черные эти глаза, как у смородины? Это из песни Лымы Тедди. Чернее смородины ее глаза. Ух ты! А вот и разделительный падеж. Да, вот он уже у вас... Солен Вижмыс, да? Его ум у нас читает Тёма Тарасевич. Солещ, а так и будет Вижмыс, да? Нет, тут секрет есть. Вижмыс его ум, а вижзе в аккузативе. Его ум в аккузативе. Точно. Просто вижзе. Да. Солещ, вижзе. Да. Это М, она в ряде слов просыпается, да? Вот как ин, небо, инмын в небо, щин, глаз, щинмын в глазу. Мой. Пилят шутбурды, Коля. Тылищтыт шутбурдес. Тоже мой. Ваше счастье, да? Вот слово шутбур тоже удмуртское. Бур, да, помните у нас, ну не помните, те, кто был на занятии да. Про бур, у него значение хороший, как в слове дечь бур, да, но еще есть значение собирательное. Шутбур — это счастье, а вань бур — это добро. Как бы скарб, не скарб, вань бур, благополучие, вот. Шуд — это счастье, счастливый, шуд — счастье, шудбур — счастье, как что-то такое, категория целая. Вань — это есть, имеется, ваньбур — все, что у меня имеется, да, делаем существительное из глагола. Милям теромы, да, теро — это глава, у нас читает, Тёма читал, Коля... Я буду читать, Коля. я буду читать. Да, Коля. И что удумали? Так, милям, теромы, милештым, торомес. Шонер, милештым, торомес. Например, наш глава умный, милям, теромы, вижмо, мозговитый, да? Нашего главу там вызвали куда-то. Милештым теромес атизы позвали, да? И дальше Марк. Бырищ йослен куароссы. Это голоса избирателей, да? Шонер, бырищ — это выбирающий, да? Куара — это голос. Тогда будет бырищ йослеш куароссез. Да. Например, бырищ йослеш куараоссез лушказы. Украли голоса избирателей. Ярам. Еще одно упражнение, да, сделаем. Может быть, даже тот, кто еще не выпал. Мнишко Мажвань, Марк прочитал Рома, да, вот здесь образец дан. Надо раскрыть скобки. Ныльёс кышкало пунылэш. Девочки боятся Это собаки. где? Это на экране? На экране. Ага. На экране. Чтобы вам не искать, все на экране. Так, Второе предложение. Второе. Мон бачите арбуз, я не что-то с арбузом делаю. Я купил арбуз,
Вускариш это продавец. Просто тогда мон башти арбуз, арбузе или арбуз... Да, Нет, только скобки открыть надо. Тогда вускарлеш. Вускарлеш. Вускариш леш. Вускариш леш. Понял, вускариш леш. Я купил арбуз у кого? У продавца, да. Артем Снегирев. Пеш керто изгон леш. Пеш это варежки, кертыны вязать, завязывать, и гон это овечья шерсть. Гон это шерсть вообще. Ты гонишь, да? Связал варежки из овечьей шерсти. Да, есть интересное слово, я не знаю его русский перевод, тигон. Это такие маленькие волосики на теле человека. Как это называется по-русски? Катышки. Пушок. Если ты свитер, Пушок. то да. Но если ты не свитер... Олечка, пушок. Пушок, ладно, вот пушок. И знаете, вот такое, например, у моей прабабушки самое сильное наказание в отношении детей было пигондек скало. Ну, пугали. И, в принципе, меня, по-моему, так уже не пугали, но пигондек скало подергает твой пушок. Ой. Я тоже так детством Аж мурашки пошли. Вот. То есть я не знаю, что это, видимо, больно очень. Вот. А буквально переводится же пи мальчик, да, или дитё, то есть твою дитячую шерсть подергаю. А куда-то исчезли эти, это самое. Все, появились. Нет, у меня не появилось. А вы куда-то сами вот теперь появилось. У меня, вот, теперь появилось. Все, прекрасно. Сейчас пропадет опять. Да, ижгон, значит, да, запомнили, что это шерсть овцы. Иж – это овца. Тёма прочитал. Юля. Я сейчас шерсть овцы запишу, а то я не записала. Обязательно так, парам-парам, сурпой, что? Еды – это ячмень. Там везде лэш поставить надо, и все. Вот, Марк! Лучше бы, у тебя бы и звук выключился вместе с видео. Я сейчас включу. Сур, что еды, яке, джеглэш, булэш, туглэш. Еды тоже надо поставить. Юль, еды – это ячмень, джег – это рожь. То есть из ячменя, из ржи. Ну, еды лэш, что ли? Да. Угу. Еды лэш, яке, джеглэш, булэш, туглэш. Да, туг – это хмель. Угу. Умой сур уже все знаете пиво. Пыштыны варить. Угу. Умой Надя. Башкала адямиоз арбериостес лэйсюизи. Башкала это город, что ли? Башкала адямиоз древние люди. Древние люди, а арбериоз это что? Арбери – это предмет. Они делали предметы из, что там, тулэш или что там было? Включаю. Из лэш, пулэш, лы, лэш. Лы-лэш. А что такое лы? Из камень, пу, дерево, лы, кость. Ага. Умой. Тёма. Лымы, шуна, шу. Из что еще раз? Камень. Камень, лы, кость, пу, дерево. Лымы, шуна, шуныт. Шунут лэш. Шанер. Шуна, шунаны – это растаять. И беркуметния статын Коля.
Шешкаос кынмезы пужмерлыш. Ты замерз от инея. Да, пужмер – это иней. Кынмезы от глагола кынмыны – мерзнуть, замерзать. Так, ну что, давайте последнее еще упражнение. Есть силы? Да. Угу. Значит, здесь надо добавить, опять-таки, этот, в основном, по-моему, да, только этот падеж, лещ, Оля. Таис, Корка, лещ, лещ, что ли, надо сделать? Нет, вот там, где точки, из, камень, да? Из это не русский предлог. Таис, Корка, из, лещ? Шонер. Лештемын. Оля, что это за форма лештемын? Лештемын – это причастие. Постпозиции только используется. От глагола лештены – делать, лештемын – сделан. Этот дом сделан из... Камня. Камня, да, правильно. Камня. Умой, Марк. Так, меню лыски умбетличке, кионлещ кишкачком. Мы не пошли в лес, боимся волка. Буквально не ходим. Не ходим, да. Волков боятся, в лес не ходим. Да, кионлещ кишкачком. Рома. Тон, мон. Надо форму тон поставить в разделительный падеж. Вот ту таблицу, которую, по-моему, выслал Тёма в общий чат, вот как раз. Да, я ее не увидел. А мы же тон ставим. Тон надо поставить форму. Ну, я тебе подскажу, у тебя еще есть телефон. Ты на штыт. Ты на штыт. Интернет пригоштет башты. Сегодня Вчера. Вчера, да. Вчера я интернет тебе, наверное, подключил. Не фантазируй. Интернет пыр, телефон. Через интернет. Скайп пыр через, да? Пыр это через. Через интернет баштыны получать, покупать. Получил письмо от тебя через интернет. Понял. Да. Артём Снегирёв. Атае бумага лещ пертем шудоньёс лещте. Отцовская бумага? Нет, тут нету суффикса лен. Тут мой папа делает. И дальше. Мой папа делает. Так, лещтеш пертем. Пертем сегодня было слово разные. Да. Шудоньёс игры. Игрушки, да. Да, мой папа делает разные игрушки из бумаги. Шонер. Бумага. Есть такие удмуртские, более удмуртские варианты. Вот южные бывает, что используют татарское слово кагаз. Да, кагаз. Да. Вот, а у меня, например, прабабушка, она гумага говорила, не бумага, а гумага, то есть удмуртизировала. Это, да, это русское слово, просторечное. Мынышко Majлань, Юля, чия это вишня? Спасибо. Анае чия лещ варенья пыштыз. Моя мама варит вишневое варенье. Сварила. Из вишни, да, если буквально из вишни. Сварила, да. Дальше идет сравнительная конструкция. Надя. Ишкар гласкареш баджимгес. Ишкар лещ баджимгес. Господи. Больше глазово. Сравнение. Да, сравнение. Вот эти кар – это городища, да, вот у нас Иднакар на севере республики, известное городище. Кто-нибудь бывал там? Да. Марк. Что это? Марк бывал.
В общем, если будет возможность у кого-то съездите на это городище, есть музей в самом Глазове, там очень красивые виды. Там пешком 5 километров от Глазова. Ну, тем более. Тёма. Конференция Шарыш Мон Тынештыт Тади. Тоди. 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 Пешком переведем. Блин, Шарыш забыл, как переводится. Как это? О чем-то. Ну мы с тобой разговариваем по конференц-связи. Нет. Не фантазируй. По конференции я узнал от тебя. Хорошо. Так, и давайте еще... все уже. Да, все. Уже Гуртауш здесь написано. Ура! Смотрите, домашнее задание. Через неделю также мы с вами встретимся. Я вам отправлю презентацию. В презентацию включу еще песню вот эту «Лым и Тедди». Вы ее попробуйте разобрать тоже, хорошо? Вот, домашки будет много, но будет такая обязательная часть, будет такая факультативная. Значит, из учебника Марым Лыща, 91-я страница, я сейчас прям вот проговорю, чтобы вам не было вопросов. 91-я страница, второе упражнение, да, у кого есть под рукой, можете открыть. Там надо ответить на вопросы, по сути, вам там просто надо шутить правильно расставить. Куче книга «Стытон яратышко длыджины». Какие книги ты любишь читать? И там даны примеры, да, то есть их надо поставить в правильный падеж. То есть я люблю читать книги чьи, там, например, «Немец классикиос», да, книги немецких классиков. «Немец классикиос слэш книгаоссес». Или «Жюль Верн роман Йосыс», романы Жюля Верна, да. А чтобы сделать вопрос, поставить роман Йоссе и Жюль Верн сразу становится Жюль Верн. Валамона, это понятно? Валамон. Дальше из лабер-лабер. Лабер-лабер. Это на повторение 148-149. Мы на следующем занятии тоже будем все это повторять. Вот на 148 странице почитайте стишки, да, не обязательно переводить, для начала хотя бы почитайте, разберитесь, какие тут глаголы стоят со слагательным наклонением. На 149 странице вам надо сделать упражнение 1. Сейчас я вот, напишу сюда первое упражнение. Да? Тут даны глаголы, и надо их в стишок ставить по логике, чтобы был логичный стишок. Посмотрите, потом разберетесь. Дальше, из лабер-лабер, 96-я страница. Да, вот здесь обязательный. Здесь текст про спор животных. Кудо живот йосан ченгешамзы, ченгешаны, да, ругаться, спорить. Вот, спор животных. Этот текст обязательно прочитать и подготовиться к пересказу. Попробуем последовательно делать рассказы. И дальше, вот из Марым Лыща, это преимущественно задание, чтобы вы слышали удмуртскую речь и читали. То есть из Марым Лыща слушайте аудио вместе с текстом, то есть вот следите, как произносится. И здесь указаны страницы 88, 89, 90 и 84. Если какие-то будут интересные формы или что-то, тоже выпишите себе, отметьте, потом разберем. Вот. А в целом это в первую очередь, чтобы вы послушали речь. И... Я как раз на этой неделе нашла диск. Ну, я вам могу ссылку дать на общий диск, он у меня залит в интернете. Да, дайте, пожалуйста, потому что я не могу аудио слушать. Я только, получается, могу читать. Ладно, это я вышлю. Ярам, таубаджим, спасибо большое.
Берегите себя, утилаштатыс, арня улса помещком. Через неделю